В Туве вопрос завышенных цен на борщевой набор стоит на особом контроле. Мониторинг торговых точек Кызыла показал, что цены на овощи на прилавках отличаются от отпускных цен производителей в разы. Сколько стоит килограмм картофеля? 60 рублей, это Краснодар, да? Занимаясь каждый день своими делами, обыватель не обращает особого внимания на разницу цен в тех или иных магазинах. В одном он уверен точно – цены на продукты завышены везде. Конечно, огурцы такие дорогие. Ага, в первую очередь на огурцы, да, вы думаете? Ну, в это время, в прошлом году, огурцы стоили 50 где-то. А сейчас до сих пор они около 100. Мы вот, когда я брала, 96 рублей огурцы. Очень и дорого, помидорки тоже, да, дороговато. Надо снижать. Конечно же, надо снижать цены. Очень дорого. Больно бьет по карманам. Особенно картошка привозная из Краснодара. Быстрее бы созрела местная. Да, в общем-то, я овощами своими пользуюсь, потому и даже не знаю цены, какие тут. У меня свой огород. Целенаправленная проверка показала рабочей группе, насколько большим может быть разброс цен на разных торговых точках. Тот же картофель, свежий урожай краснодарский, на крытой рынке, например, стоит где-то 60, где-то 70 рублей. Вот здесь, правда, прошлогодний урожай, но он 35 стоит. Лук здесь стоит 32 рубля, да, например. Где-то на рынке или на открытом рынке в огороде стоит 50 рублей килограмм. Зато, да, разница значительная. Здесь капуста стоит 50 рублей килограмм. На рынке мы смотрели, килограмм капусты стоит 37-38 рублей. То есть, опять же, там почти 10 с лишним рублей, большая разница. Самые дешевые цены на сегодняшний день наблюдаются на базе у оптовиков. Там, да, там цены дешевле, но, к сожалению, не каждому удобно до них добираться. Рейдовая группа пришла к выводу, что в ценообразовании в магазинах Кызыла нет определенной системы, и большинство предпринимателей выставляют цены на товар, руководствуясь одним – получением максимальной прибыли. Хотелось бы, чтобы в такое тяжелое время, во время ковида, все-таки, когда населению усиленно нужны витамины, какие-то фрукты, овощи свежие, да, употреблять в пищу, чтобы поднять свой иммунитет, хотелось бы, конечно, чтобы цены были доступными для наших граждан, чтобы население могло себе позволить покупать свежие витамины. Стоит отметить, что данная проблема актуальна не только для Тувы. По данным Росстата, мы знаем, что в ряде регионов повышение цен составляет на 10-20% по России, в Сибирском федеральном округе выше. Поэтому на сегодняшний день Минсельхоз России рапортует о том, что на период август месяц снижение этого борщевого набора снизится до 50%. А органами исполнительной власти Республики Тыва совместно Управление Федеральной антимонопольной службы активно проводится работа по мониторингу цен на территории Республики Тыва. А есть какие-то результаты? Результаты есть, да. Мы видим, что на сегодняшний день значительное уменьшение идет, да, в сторону там, около 30 до 50%. Первые итоги реализации планов по снижению цен на продовольствие в Тувинском региональном отделении «Единой России» намерены подвести в ближайшее время. Сайгын Бирбил, Владимир Суртык, Кузел Царь-Сарян, Тува 24.